сотрудничества двух крупнейших компаний республики «Колмар» и «Алроса» обсудили вопросы совместной работы. Как грамотно развить творческий потенциал ребенка? Воспитатели рассказали о своих авторских методиках. В Нерюнгри состоится всероссийский турнир по боксу памяти заслуженного тренера России Николая Размахнина. Это новости в прямом эфире, в студии Юлия Великодная. Дополнительные средства на развитие сельских территорий предоставят Якутии. 476 миллионов рублей выделила Россельхоз России. По объему финансирования наш регион вышел на второе место среди субъектов страны и первое место среди Дальневосточного федерального округа. Средства будут направлены на строительство более 200 жилых домов для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов, а также на строительство внутрипоселковых газовых сетей, комплексного обустройства населенных пунктов, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. Макроэкономические показатели Якутии растут. Об этом сегодня говорили на очередном заседании правительства. В течение дня Кабмин рассмотрит 21 вопрос. Среди них о внесении изменений в законодательные акты по вопросам приватизации и организации проведения капитального ремонта. Также исполняющий обязанности министра экономики Денис Белозеров выступил с докладом по задачам на 2018 год. Рост макроэкономических показателей наблюдается за счет промышленных предприятий. Увеличено производство продукции сельского хозяйства. В ходе заседания одним из главных вопросов стало обсуждение увеличения размера МРОТ, которое ожидается в мае. Основной вопрос это был минимальный размер оплаты труда, который на сегодняшний день решением Конституционного суда сказано, что северные надбавки и районные коэффициенты не должны учитываться в МРОТе. Соответственно, это проблема на сегодняшний день практически решена в бюджетной сфере. То есть это все будет, конечно же, учитываться при расчетах, но эта проблема остается в отраслях народного хозяйства республики. И поручено Министерству экономики совместно с министерствами по подведомственности отработать по данному вопросу и внести предложение. Нерюнгринский район с рабочим визитом посетила делегация компании «Алроса» из Мирного. Основной целью представителей лидера по добыче алмазов в мире стало ознакомление с объектами мощнейшей угледобывающей компании в России «Колмар» и анализ возможного тесного сотрудничества. Компания на сегодняшний день обладает огромным потенциалом и запасом кадров по множеству специальностей, в связи с чем было принято решение проанализировать потребности компании «Колмар» в нехватке кадров в связи с интенсивной динамикой развития и предложить возможное партнерство. Приятно удивлена тем, что, в общем, в нашем смысле наше производство практически одинаковое, потому что у нас присутствует тот же самый спектр горных работ, начиная от открытых, подземных, обогащения. И это, собственно говоря, радует в той части, что мы можем спокойно взаимодействовать, контактировать, обмениваться, возможно, персоналом, и это дает возможные пути роста для нашего взаимодействия. К другим темам. По всей стране начались проверки надзорных органов. Накануне Егор Борисов поручил правительству проверить места массового скопления людей. Смогут ли посетители вовремя эвакуироваться и нормально ли работает сигнал тревоги. Рейды в торговых и развлекательных центрах Якутска уже показали, что с пожарной безопасностью не все в порядке. О ходе рейда расскажет Николай Борисов. После трагических событий в Кемерово надзорные органы проверяют все торговые центры и развлекательные заведения, куда ходят дети. В ходе прокурорской проверки совместно с пожарным надзором мы побывали в одном из них. Проверка касалась в первую очередь пожарной безопасности. Смогут ли люди вовремя эвакуироваться, нормально ли работает сигнал тревоги. Сейчас мы занимаемся проверкой системы пожарной сигнализации. Идет воздействие на дымовые извещатели искусственным дымом, то есть проверяется работоспособность системы. Вот здесь находится искусственный дым, воздействуем при помощи него на извещатель, и уже проверяется, сработка идет, сигнал на пульт управления или нет, и дальше замеряется уровень соответствия звукового оповещения на эвакуацию. Однако мы задались вопросом, что думают сами посетители о произошедшем. Боятся ли они повторения истории с зимней вишней или уверены, что в Якутске такое произойти просто не может? Ну, конечно, страшно, но смотрю за детьми, никуда их не оставляю одних.
судя по событиям, да, то, что там пожар был, обвалились перекрытия, это, скорее всего, неправильно конструктив здания. То есть это вина не только человеческий фактор. У нас очень хорошо строят здания, монолитно-каркасные. И по технике безопасности все-таки правила очень довольно-таки строгие. Да. В ходе проверки выявили нарушение, динамика оповещения людей о пожаре не соответствует, то есть маленькая. И еще двери путей эвакуации должны оборудоваться легко открывающимися запорами, которые можно открыть изнутри без ключа. И в здании частично электролампы освещения эксплуатируются без защитных колпаков. Нарушения незначительные, но они есть. Впрочем, посетителей можно понять. Мест, куда можно сводить ребенка во время каникул, в Якутске не так много. А безопасность в таких условиях отходит на второй план. Трагедия, унесшая жизни посетителей торгового центра в Кемерово, потрясла страну. Во многих городах России прошли траурные митинги и акции по жертвам кемеровской трагедии. Из Санкт-Петербурга передают наши корреспонденты. Санкт-Петербург погрузился в траур после пожара в Кемерово. Стихийный мемориал в память о жертвах трагедии был образован в центре города, на Дворцовой площади. По официальным данным, погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. Жители и гости Санкт-Петербурга вместе с цветами, траурными лентами и свечами приносят к Александровской колонне и детские игрушки. Горе затронуло всю Россию. Многие из пришедших на Дворцовую площадь не могут сдержать слез. Что я могу сказать? Ой, больно очень. Лично я тоже пришел, потому что у моего друга погибла, так сказать, семья при ужасных обстоятельствах. Я очень скорблю, на самом деле. Вообще очень тяжело, очень жалко детей. Все скорбят, все понимают. Мы должны поддерживать друг друга в такие моменты, воспитывать эмпатию, что ли. В день траура в городе приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия, перенесены концерты и спектакли. Вечером на Марсовом поле и Дворцовой площади ожидается зажжение свечей. В минуту колоссального горя люди объединяются. И наш долг – беречь жизни и не забывать извлекать уроки из страшных трагедий. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург. К другим темам. Как грамотно развить творческий потенциал ребенка, знают воспитатели детской организации «Алмазик». Идеями поделились на семинаре, он прошел в Айхале. Площадкой для дискуссии выступил один из лучших детских садов района. 40 воспитателей рассказали о своих авторских методиках. На семинаре работников дошкольного образования побывали наши коллеги. Воспитатель детского сада «Улыбка» Альбина Гусакова проводит свой авторский мастер-класс. Педагог учит коллег рисовать цветной солью. Этот необычный способ Альбина Николаевна придумала вместе с детьми. Идея пришла в ходе исследовательской работы. Попробовали спасти рисунок, именно испорченный рисунок, что вода потечет, краски смешаются, рисунок будет испорчен. Мы решили спасти, засыпать солью. Соль впитала влагу, детям понравилось, мы решили попробовать еще и использовать клей. Семинар-практикум прошел в поселке в 3-й раз. 40 воспитателей из Айхала, Мирного и Удачного поделились своими творческими находками. Такие мероприятия дают нам возможность все лучшее, что в нашем детском саду, показать другим педагогам. Понимаете? Все лучшее, что есть в детских садах города Удачного, поселка Айхал. Вот мы их сейчас видим, вот мы смотрим, вот мы набираемся опыта. Место для семинара выбрали не случайно. Детский сад «Нордик» – один из лучших в районе. Наш детский сад работает по основной образовательной программе, которая была написана с педагогами детского сада. Он является у нас пилотным детским садом, поэтому мы стараемся распространять опыт. Встречи дошкольных работников – возможность начинающим педагогам разработать свои авторские программы. Нария Сивцева, Сергей Маркин, телеканал «Алмазный край».
Бесплатные прививки для кошек и собак против бешенства. 31 марта и 7 апреля этого года Управление ветеринарии Якутска проведет ежегодную вакцинацию по округам города. Для этого откроют 18 временных ветеринарных пунктов. Такую вакцину необходимо ставить ежегодно на протяжении всей жизни животного. Именно в государственных ветеринарных учреждениях можно сделать это бесплатно. По какому адресу открыт временный ветеринарный пункт, можно уточнить в управе округа. Бешенство – это особо опасное вирусное заболевание. Болеют все виды диких и домашних животных. Болеет и человек. Лечения нет. К сожалению, все заболевшие животные, они погибают, умирают. И существует профилактика. Для профилактики бешенства проводится вакцинация против бешенства. Для вакцинации используются разрешенные для применения вакцины. Шахматный турнир вместо праздничного банкета. Житель Якутска 80-летний юбилей Иннокентий Игумен решил отметить в кругу семьи у себя на родине в Алекминске. С подробностями наш корреспондент. Необычный подарок к своему 80-летию сделал родному району ветеран спорта и педагогического труда Иннокентий Иннокентьевич Игумен. Районный шахматный турнир, собравший приверженцев этого вида со всего района. В этих соревнованиях очень много его учеников участвует. Ну и мы проводим вот шахматный праздник. По словам судьи, к сожалению, в последнее время участников стало намного меньше. Более активны на слега. Екатерина Ивановна играет в шахматы давно. Считает, что именно шахматы позволяют держать себя в отличной форме. А в первую очередь это для памяти. 73-й год, но я играю. Республиканский год недавно сыграли. В семье самого Иннокентия Игумена в шахматы играют все без исключения. С детства уже учат шахматы. Раньше об этом не думали, как будто только в годах можно научиться играть в шахматы. Убеждены в этом и его внуки. Шахматы интересны, потому что там можно получать кубки, все такое, призы. Возродить шахматы в Алекминске вновь. Такова мечта юбиляра. Может, именно эти соревнования дадут такой посыл. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. И в завершении выпуска к новостям спорта. Сегодня в Нерюнгри состоится открытие всероссийского турнира по боксу памяти заслуженного тренера России Николая Размахнина. Турнир впервые был организован по инициативе Нерюнгринской детской юношеской спортивной школы «Триумф» в прошлом году. Тогда, чтобы показать свое мастерство, на ринге встретились более 60 боксеров. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи в эфире.